2 часа уже маемся тут на паромной переправе. Сначала нас пропустили на первый паром, но в итоге из-за того, что нас сзади наглые машины несколько штук обогнали, мы вот двое не влезли. Поехали, нас направили туда, а там, по сути, грузились уже те, кто были за нами в очереди сзади. Мы туда не попали. Сейчас, наконец-то, вот здесь мы стоим в первых рядах, но парома еще не видно. Ждем. Итак, друзья, сегодня у нас 7 июня, и нас ждет замечательная поездка в такой веселой дружной компании. Вот Егор, Ачет, Агафья пригласили меня вчера неожиданно. Ну, Егор мне сделал подарок на день рождения, на прошедший мой. Говорит: Рыкин, хочу тебе сделать замечательный подарок. Это сюрприз, собирайся, и завтра в обед выезжаем. И вот, конечно, в обед мы не получилось выехать на паромную переправе, мы 4 часа практически там простояли. В 16:30 приехали, и только, сука, там в 20:15 мы где-то сюда... В общем, на эту сторону перебрались. Егор, расскажите кратко. Я сейчас вот впервые узнаю о нашей поездке. Что меня ожидает и нас? Ну, мы решили... Ну, я каждый год еду проведать свои тропы, да, маршруты, да. Ну, как пошла зима, да, как снег спустился с гор. Ага, и мы... Ну, заодно есть несколько дел, которые надо будет сделать, да. Мы покормили, да, уважили духа, как говорится, дороги. Мы сейчас дальше поедем, дальше будут тоже остановки. И... Будем заряжаться. Да, и дорога покажет. Горы, вы говорили, ползти надо 2 километра где-то, даже не предупредили меня. Я вообще не представляю, что меня... Ладно, пускай будет сюрпризом. На самом деле, мне самому очень интересно, что вообще нас ожидает. Не рассказывайте. В общем, подробности. Поехали, увидим все. Ну, уже вечер, в общем, мы сегодня где-то заночуем, потом завтра еще где-то заночуем. Будет интересно. Оставайтесь с нами. На закате мы остановились в придорожной кафешке, кафе-музей Нал. Сейчас покушали, и она стоит того, чтобы вам немножко провести экскурсию. Такие вот здесь деревянные статуэтки разные. Вот тут внутри такой зоологический музей с животными, обитающими в Якутии. Медведи, волки, совы, косули, рысь, корова, курицы. И здесь вот традиционное якутское жилище, элемент. Мама с дочкой что-то делают на кухне, отец перебирает сети. И виды такие из окон. Просторы. Заходи. Вот, заехали в гости. В балагане ребята расположились. Привет, привет. А где Аял? Сейчас придет. Придет, да? Оказывается, чайный трип сегодня. В чайном клубе у Аяла. И вот мы заехали встретиться с ними в Чарапче. А ты вот тут спишь, да? Классно вообще. Как раньше, да? Так по стенкам все расположились. Стол, камелек. Можно я камелек сниму чуть-чуть? Здравствуйте. Обязательно надо покормить огонь. Всем пока. Да. Спасибо.
Это рудно? Ага. Письмо написали. Проведение традиционного обряда с повелением Творца. Пожелай, тут что-то все хорошее, да. И положи сюда. Угу. Полчетвертого утра. Мы продолжаем наш путь в горы. Проедем через поселок Хандыгу, там Теплый Ключ. Там, Хандыгу проезжаем. Да, и дальше. И вот памятник Ниргун Ботор. Отец, бессонный, ночь за рулем. Сейчас солнце встает в 3 утра ровно. Время 5:50, мы доехали в Мегино-Алдан. Здесь как раз мы должны на Альфард пересесть, я так понял. И к нам еще супруг Агафьи присоединиться должен. Здравствуйте. Приветствую. Денис. Интересно посмотреть, как вы тут устроились. Здорово. Ага. Дикая утка, добытая буквально в мае. Домашние макароны. Со сметанкой кушай. В общем, отдохнем здесь, да, я так понимаю, немножко. Чуть поспим, поедим. У нас несколько часов отдохнуть. Подзарядиться. И дальше в дорогу.
идет. Это догоняет. И вот смотрите, здесь многие в Якутии летние кухни делают в форме такого традиционного якутского балагана. И здесь сделано под старину специально. То есть, казалось бы, здание такое старое, но на самом деле это новая постройка. И вот здесь можно готовить. Печка стоит. Ну, здесь не камелек сделали, а именно печку. Камелек — это тоже традиционная якутская такая печь. И вот по краям полки, на которых спят обычно. И вот говорят, когда электричество вырубает, бывает такое. Вот здесь можно спокойно поготовить. Егор тоже ведет свой блог. Поспали мы пару часиков. Побольше не получилось, потому что нам позвонили, сказали, что паром на час раньше выходит через реку Алдан. Мы сейчас до парома мчим успевать. И вот пересаживаемся на Альфард. Десять. Это местная Швейцария, как говорится. Смотри, везде только березы. В каждом доме есть свои сады. Здесь, как смотри, вот. Почти в каждом доме есть сады. Рядом родился Вячеслав Анатольевич Троп, второй президент Республики Саха. Стал президентом. Первое, что он делал, построил дорогу до сюда, да, и школу каменную построил. Вячеслав Анатольевич Троп. Это мои родные места, это моя родная река, где я вырос, да, где я вот возмужал, да, где прошла моя юность, да, молодость. Вот мы приближаемся к устью Амгия, она впадает сюда, да, поэтому с этой стороны, как я вот рассказывал, да, постоянно теплая вода, а с той стороны, наоборот, более холодная, потому что в той стороне в основном горные реки впадают. Выехали в 10:10, включали 12:12. Серьезно? В 11:11? Да, 12:12. Я люблю, кстати, такие вот 11:11, мои любимые в течение дня цифры. Да, сейчас же перед нами поедут, там поближе будет стоять. Вот такие вот нюансы дороги. Доехали до Хандаги. Сейчас быстренько закупаемся и мчим дальше. Наша цель — это горы и ледники. Погода, кстати, портится сильно. Гром гремит. Проехали теплый ключ, и вот горы сразу возвышаются на горизонте. Желтый, черный пережиток. Вроде уютно. Это мы приехали поднялись на Томпорусский перевал. Один из пунктов нашего назначения, один из красивых видов. Да. Сейчас еще поднимемся в ту сторону, да? Там тоже будет очень красивые места.
Ну, это кедровый сланец, знаешь, да? Ага. Ага. Ну, в палатку, да, суп сварили, а Света ждали. Свет поехал, теплый ключ, и вот как его, у нас пробило колесо, поэтому вот, ну, дочка была, поэтому, чтобы быть готовым ко всяким этим, да, я ей, ну, хотел показать, мы всегда оставляем и палатку, да, и спальник, да, и еду, да, и котелок, да, прямо тут начали готовить, а то неизвестно тут. Сколько просидели бы. Да, поэтому. Воды-то много еще. Наш первый пункт прибытия. Идем в радиалку. Переодеваемся сейчас, перекусим и вперед. Егор, Агафья, Денис и Отчет. Наша дружная команда. Идем мы 8 километров, то есть туда 4, обратно 4. Там нас ждет ледник. В это время он самый большой по летним меркам. И ждет нас одно препятствие, это река. Вот у меня сапоги. Уровень воды непонятен. И где там переходить, будем искать. То есть, как Егор сказал, надеемся, у нас все получится. Такие крупные где-то. Миргугун? Горные подснежники, они такие Я большие. первый раз такие вижу, большие. Большие. Только на сопках у Якутска же они маленькие-то. А тут еще лед лежит. Где-то должна вырасти цветок кустада. По сути, уже как на Булусе мы. А люди говорят, это Булуска сравнивают с этой наледи. Ты посмотришь, там какие габариты это. Куда мы идем? Я там интервью дам. Ага. Они просто не понимают. Они просто не понимают. Комаров прям, ой, жестко нереально прибавилось. Ну, надо привыкать. Это Якутия. Без них никак. Ух. Да, вообще. Класс, мы только вышли, а тут уже просто наслаждаешься видами. Да откуда у вас столько? Ах. Здесь сильный поток идет, конечно. Ай-яй. Отлично. У тебя, кажется, вот такая сапоги. Чет немножко намочил ноги.
Это 1 километр. Ему 1,5 километра. Еще где-то 3 километра осталось. Ну, 2,5 километра. Мы 1,5 прошли это. Отец остался, да? Вот, Отец, сейчас он оденется. он тут где-то раз был. Он знает, да? Обычно мы это переход делаем, да? Ну, все, надо заставить это. Остался, Мгм. потом мы это не успеем. Ну, тут вроде видно. Это видно. Именно вот этот кадр, да? Смотри. Ух ты, ага. Да, ты ж фантастически. Вроде бы Борстыба, да? Но именно, видимо, такая локация. Красавица. Эдигин берем, ну, Это как сакура называется русская? Редодендрон? Сейчас самое для нее время. Решил проверить, сколько я продержусь без репеллента. Жрут, конечно, ну вот так вот летают, напрягаюсь. Но если я без него продержусь, значит вообще можно не париться при таком большом количестве комаров. Интересно, чьи это? Лошадиные, по-моему. Не, хватит. Невозможно. Снимать вообще не дают. Одно из лучших день рождения. Да, определенно. Если даже не лучше. А это тут уже ледник, мы дошли? Ага. Мы еще Быстро? А, километров. еще несколько километров. Это начнется скоро. Это еще не все. Ну как? Супер вообще. Примерно представляешь? Ну нет, вообще не представлял. Ну это даже хорошо, сюрприз. Именно так получается. Если что, комары едят, вот это мне сейчас не привыкнуть. Сейчас комаров меньше будет. Ага. Надеюсь. А здесь что, переплывать придется? Как отчет перебрался? Обалдеть, прям такая купель. Животные ходят тут. А вот это уже мишка. Глубоко? Ага, очень. Ага. Почти идет далее. Опасная прорубь такая.